С 60-х годов имя борца Суракат Асиятилова стало широко известно в нашей стране. В отличие от других своих соперников того времени, Суракат Асиятилов не имел личного тренера. Он был, по сути, самоучкой, за что его даже прозвали «диким борцом». Тем не менее, не имея за спиной школы и поддержки наставника, Суракат являлся первопроходцем среди дагестанских борцов, который заложил тропу в элиту мировой борьбы. В конце 1950-х годов и 60-е годы, когда Суракат Асиятилов выступал на ковре, почти не было ни одного сильнейшего в стране вольника тяжеловеса, который хотя бы раз не познал горечи поражения в поединках с ним. Не избежал поражения от дагестанского богатыря и трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Медведь. Документальным свидетельством столь примечательного факта может служить этот архивный снимок, сделанный во время церемонии награждения лучших тяжеловесов на Всесоюзном первенстве Центрального спортивного общества «Буревестник» в 1957 году. Самый именитый вольник всех времен и народов тогда занял только 3-е место, пропустив вперед себя эстонца Мадилвея и победителя первенства Асиятилова.